Эксперты предсказывают массовое ожирение из-за сокращения физической активности и чрезмерным потреблением нездоровой пищи во время пандемии коронавируса. Как уберечь свое здоровье, какими продуктам отдать предпочтение, опасна ли еда в службах доставки, как быть физически активным в условиях самоизоляции и причем тут генетика. Об этом мы поговорим сегодня с членом Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ириной Писаревой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на самом деле, многие не очень хорошо понимают, чем нутрициология отличается от диетологии. Давайте я вам расскажу. Смотрите, нутрициология – это более обширное понятие, чем диетология. Она изучает не только питание человека, но и также влияние микроэлементов и витаминов, которые находятся в продуктах питания, на человека. Диетология изначально это было лечебное питание, ими занимались только врачи. И они лечили острые заболевания, такие как, например, гастриты и язвы. А нутрициология же включает в себя диетологию полностью. А вот на что важнее обращать внимание: на количество потребляемых калорий или на пользу продуктов? Но в данном случае, конечно же, на пользу. Так как мы находимся в закрытом помещении, нам достаточно тяжело. Мы получаем очень мало витаминов. Даже, например, такой иммуностимулирующий витамин D, мы его сейчас получаем очень мало. Некоторые люди вынуждены находиться дома и вообще выходят на улицу всего лишь раз в неделю. То есть витамина D получают очень мало. Необходимо его, конечно, пить дополнительно в виде биологически активных добавок, либо есть продукты, в которых он больше содержится. Также нам необходимо больше витамина С, это тоже наш иммунитет. Это все цитрусовые. А еще расскажу про такой микроэлемент, как цинк. Его содержится очень много в мелкой морской рыбе, также в морепродуктах. Ну вот при таком малоподвижном образе жизни каким продуктам стоит отдать предпочтение, а какие лучше совсем исключить? Ну, во-первых, да, это продукты, которые богаты витаминами и микроэлементами. Например, стоит очень много цинка в кунжуте. Также очень нам необходима клетчатка для стимулирования нашего кишечника, потому что наш иммунитет на 80% зависит от здорового кишечника. А это, опять же, не зря мы покупали гречку. Но, кстати, и овсянка подойдет. То есть мы едим больше круп и больше овощей и фруктов. Но смотрите, в этот период не стоит потреблять много фастфуда и кондитерских изделий, так как они содержат много сахаров, которые резко поднимают глюкозу в крови. И потом происходит скачок. И вместо эйфории мы потом получаем резкий спад настроения, что вызывает стрессы. А стрессы – это увеличение уровня кортизола. Кортизол – это гормон стресса, как уже, наверное, вы все знаете об этом, и нам необходимо его снижать. А с помощью кондитерских изделий мы только поднимем его и будем постоянно нервничать и впадать в депрессию. Ирина, как вы относитесь к диетам? Насколько я знаю, у них такой спорный эффект. Я к диетам отношусь не очень хорошо, хотя я и диетолог. Только в том случае, когда они правда необходимы больному человеку. Я больше за рациональное, правильное и сбалансированное питание. 5 раз в день. Это 3 основных приема пищи и 2 перекуса. Но есть еще такое мнение, что как только человек перестает придерживаться диеты, он набирает еще больше, чем вот потерял во время этого. Это правда? К сожалению, на практике это именно так и происходит. Как только человек прекращает диету, он срывается, он начинает есть все подряд. Поэтому я придерживаюсь мнения все-таки сбалансированного и правильного питания. Ну, сейчас еще очень популярно интервальное голодание. Насколько оно безопасно для здоровья?
Есть несколько вариантов интервального голодания. Есть вообще суровые, когда всего лишь 4 часа в день вы едите, а все остальное время вы не едите вообще. Все-таки это тоже лечебное голодание. Его придумали даже для того, ну да, Нобелевская премия там про это дали, да, известному японскому ученому. Зато она именно, это интервальное голодание, оно именно для больных людей. То есть чаще всего это для снятия хронических воспалений. Все-таки для здорового человека, чтобы, если он хочет похудеть, все-таки стоит придерживаться правильного питания. Во-первых, не будет возвращаться в вес. Во-вторых, при похудении, когда мы питаемся правильно, у нас жир меняется на мышцы, то есть у нас жир сгорает. Но сейчас еще повсеместно стали популярны услуги по доставке еды. С точки зрения гигиены питания, насколько такая еда безопасна? Да, сейчас очень многие заказывают еду на дом, потому что все-таки тяжело резко перестроиться. Раньше ты, может быть, готовил только ужин, а теперь приходится и завтрак, и обед, и ужин чем-то кормить своих детей. Многие заказывают продукты. Я, конечно, придерживаюсь мнения, что надо быть с этим очень аккуратным и использовать только проверенных поставщиков, потому что все-таки мы не знаем, в каком состоянии приходят люди на работу и каким образом они готовят эту еду и как они ее упаковывают. Потому что я бы все-таки придерживалась домашнего питания, домашней еды. А вот насчет физических упражнений, вот стоит ли дома усиленно заниматься ими? Усиленно ни в коем случае не стоит, потому что если вы раньше не занимались физическими упражнениями, а сейчас резко начнете себя тренировать, это опять же может вызвать стресс в организме. Вы начнете не терять килограммы, а наоборот только их прибавите. А вот умеренные нагрузки, такие как просто кардио какие-то нагрузки, пройтись по дому, то есть когда вы разговариваете по телефону, а сейчас мы очень часто говорим по телефону, можно ходить по дому и разговаривать, играть в какие-то веселые подвижные игры с детьми, то есть выполнять какие-то кардио нагрузки. Ну и какие главные советы вы бы дали нашим телезрителям в это непростое время, чтобы сохранить не только физическое, но и психическое здоровье? Это очень важно именно в этот период. Поэтому обязательно нужно контролировать режим дня. То есть обязательно, как вы раньше спали ночью, вы должны спать ночью примерно 8 часов. И водный баланс, он необходим сейчас. Уже много про это говорили, что вода, она все-таки имеет в себе тоже энергию и необходимые вещества, которые помогают нашему организму. То есть потребляйте как можно больше чистой воды. Это не чаи и кофе, а чистая вода. То есть примерно на человека 1,5-2 литра в день должно выходить. Также отвлекитесь от страшных новостей, которые показывают по телевизору. Займитесь хобби, изучите онлайн какие-то новые профессии, языки. То же самое, поиграйте с детьми. То есть изобретите для себя что-то новое, отвлекитесь, посмотрите комедии. Главное, чтобы вы были психологически, эмоционально настроены. Ирина, спасибо большое за беседу. Спасибо вам. Я напомню, мы говорили о питании и сохранении здоровья в условиях пандемии. Оставайтесь с нами.